Мои дорогие, эти ролики я снимала понемножечку до нашего праздника, но монтировать и делать из них ролики просто не успевала. Мне жалко эти съемки, и я решила смонтировать ролик и выставить его. Я надеюсь, вам понравится, и вы посмотрите. Мои дорогие, здравствуйте, Маш Дуаутша. Я приветствую вас на своем канале. Я и Аишка вас приветствует. Смотрите. Привет! Приехала ко мне Аишка. Сегодня смотрите, какая она у нас красавица. Была в садике на утреннике, посвященном празднику Рамадан. Тебе подарки там дали, Аишка? А ну-ка покажи подарки. Мы решили вас снять в палисаднике моем, в цветнике, можно сказать, небольшом. Вчера прополола, как видите, уже, а то заросло все у меня. Еле-еле успела. Вчера заказов много не снимаю, пока выкладываются ролики у меня давнишние, можно сказать, 3-дневной давности. Сегодня у меня тоже есть в запасе один ролик. Он тоже снят уже 3 дня тому назад. Но я думаю, вам все равно будет интересно, как у меня протекали раньше дни, да? А эти 2 дня мои девочки из моей группы знают, что занимаюсь и заказами, и уборкой в доме, потому что праздник на носу. Работы много, устаю, конечно, но вчера позволила себе хорошенечко отдохнуть. Немножко, правда, и давление подскочило. Признаюсь вам, что вчера и не держала пост, к сожалению. Так получилось, что мне пришлось 2 раза выпить от давления таблетки. Ну вот как-то так. Аишка, Аишка вчера тоже у меня была, они у меня всю неделю здесь, потому что Аишка немножко подкашливает, и заодно и Мухаммед, а Мухаммед у прабабушки все время. Красивые цветочки? А ну-ка посмотри на бабушку. Хаерзал, мама, хаерзал. Вот и какая красавица. Малиса хаал, шамали хаал. Хаал, кто я? Малиса хаал. Як мама? А ну-ка скажи. Ну, капризуля, смотрите, какие у нас тюльпаны. Я не знаю, передает ли красоту тюльпанчиков наших. Вот какие красивые. И да, так, в комментариях тоже был у меня вопрос. Вы прижились ли хризантемы? В этом палисаднике, кроме одного, прижились все. Вот хризантема, и вот хризантема 3. Вот так, вот так. Вот тут вот одна не прижилась, но не знаю, может быть, корень еще остался, может быть, вырастет. Так, лаванда прижилась, обе лаванды прижились. Вот хризантема тоже прижилась. И мне в комментариях написали, сделайте же себе клумбу, чтобы вам не надо было искать цветы. А в клумбе не надо будет искать отросточки. Вот цветы хризантемы, розовые вот мои. Тюльпанчики еще вот расцветут, не знаю какого цвета, так тень отделяет. У меня сегодня тоже очень много заказов, и на празднике много заказов, поэтому не знаю, смогу ли я вам для вас снимать, потому что просто не успеваю. Большой заказ у меня, даже 2, но ничего, справимся понемножечку. Сегодня Мадина приедет с ночевкой, будет мне помогать. Она мне и так помогла по дому. 2 комнаты она убрала, в остальных 3 я убрала. Что это, Маишка? Жучок. Ой, не убивай, пускай бежит. Жучок побежал, да? Побежал жучок. А ну покажи, что тебе в садике подарок, какой тебе дали. Ну-ка, что тут у нас? Что тут у нас подарок какой? Ну-ка, это что? А, тебе и книжку подарили в школе, да? Ой, в школе, в садике. Ну-ка. Вот книжка. Столпов имани ровно 6. Это такая книжка. Будем изучать, да? Вот. По 6 основ религии. Про религию. Хорошо, мы с тобой будем потихонечку. Так, держи в ручке. А тут что? Ну, вкусняшки разные, да? Вот. Мороженое. А кто тебе еще? Супчик тебе купили, да? Это Аишка попросила, говорит, в магазине супчик по пути. А ты помнишь, ты мне ежика приносила? Смотри, ежика. Это ж ты мне приносила? Да? Вот, смотри, Аишка поставила ежика мне в прошлом году. Так, ну эту травку, наверное,
Хотя я не буду ее собирать, пускай как витаминчики, да? Как удобрение будут лежать. Что там? А еще жучок, да? Пускай бегает маленький, маленький, маленький. Он нам не мешает. Ой, такой красивый жучок. Красивый. Ты у меня тоже красавица. Да? В бантиках красивых. Ну все, побежали мы. А Мухаммед уже прибежал к бабушке, пока мы там снимали. И усвистнул у бабушки, там какую-то вкусняшку кушает. Да, Мухаммед? Чего ты там кусаешь? Чего ты там кусаешь? Ой, ой, ой. А вы видели тут бабушкину помощницу, которая чистит морковку, или вернее портит морковку? Мадина, она руку себе не поранит? А морковки все, хватит. Камила, нам сегодня больше не надо морковки, хорошо? Вот эту почистишь, больше не чисть, хорошо? Вот какая помощница. А тапочки не жмут? Тапки не жмут тебе? А? Нет? Удобно, да? Корове сегодня конкретно повезет. Да. А еще ты уже почистила. А еще все, она чистая, ее амия морковь, хватит. Все. Все, больше не надо. Завтра будем чистить, хорошо? А то от морковки только что-то остается. А это ты себе хочешь? Иди помой. Кушать хочешь? Я сейчас помою. Пойдем. Ты помощница бабушкина, да? А ешь засука? Помощница? Да, молодец. Так, сегодня у нас опять обещают дождь. Вот такие вот тучки набежали. Так, тут у меня моя рассада, как видите уже. Я ее вынесла, поставила в тенечек. Понемножечку растет. Подкормить бы ее надо чем-то, но пока не успеваю просто с этими заказами. Ну, не все вынесла еще. Еще там есть помидорки. Потихонечку поставила в тенечек, чтобы попривыкли. Вот так вот. Что тут еще? Магнолия у меня вот. Аишка! Аиша! Надо вот капусту рассаду полить. Посмотри, она у нас горит уже. Бабушка забыла. Хаят, иди принесли водички. Смотрите, как у меня зацвела яблоня. Поздняя яблоня. Просто вообще у нас в этом году у всех вот именно фруктовые деревья прямо обсыпаны цветами. Не знаю. Наверное, у нас будет фруктовый бум в этом году. Да, Лендер, если повезет нам. Вот так вот. Погода прям шикарная. И не так тепло. К вечеру, ну не к вечеру, сейчас 3 часа дня. Немножко. Вот у меня тут тоже вот рассада такая. Капусты разные. Ну вот как-то так. Так, по-моему, я не показывала, да? Тут мне Джабраил сделал небольшое облегчение для меня. Я такая довольная. Мне тут надо было... Помните, я говорила, что мне тут надо прополоть. Я не успевала. Мне сын Джабраил, второй мой сын, прополол. Так, смородина уже, видите. Ой, целый день сегодня на кухне, прям даже глаза болят. Так, это черная смородина, как я люблю аромат от этой черной смородины листочков. Это смородина, это малину, которую мы пересаживали еще с дивером. Но я не показывала, как пересаживали рано весной. Видите, вроде бы прижилась. Вон одна веточка, я вижу, не прижилась. А так в основном все прижилось хорошо. И как видите, прополол мне сын. Вот так вот. Хоть немножко, хоть маленькая помощь, но это хорошо. Потому что он пока не работает, был дома. И помог мне. Вот так вот. Я сегодня хотела полить малину, но, скорее всего, пока не буду. Вдруг еще будет дождь, зря поливать. Пошла дальше работать. Лепим манты. Мы с Мадиной уже начали манты делать. Ну-ка. Ой, какой аромат. Прям. Хау, только постели что-нибудь. Так, тут лучок. Так, кое-что я тут сажала. Она всходит. Это, по-моему, кинза, наверное, всходит. Она быстро всходит. И тут у меня помидорки. Я прямо посадила рассаду своих помидорок сразу прямо в грунт. Потому что тут небольшая тень бывает.
Ну, переболеют, а потом пересажу. Это эксперимент у меня такой. Стаканчиков не было, времени не было в стаканчике это все сажать. Решила, пропадут. Они были такие тоненькие, остатки. И выбрасывать было жалко. Я их сразу прямо в грунт посадила. Так, друзья, ну, потихонечку мы с Мадиной заказы делаем и уже отдаем, можно сказать. Она сейчас будет делать сырники у меня с одним заказом. Но это не к празднику, а сегодня, если успею. Поехал искать тыкву у меня, Ибрагим, вернее, не поехала, а с учебой попросила его найти тыкву. Тыквы нет на базаре, а мне нужно делать хенглыш. Не знаю, если я не найду тыкву, значит, будет заказ без хенглыш уедет. Так, значит, сейчас опущу камеру. Так, видно, по-моему, да? Вот. Так. И у меня первый заказ это 9 килограмм голубцов и куриный рулет замороженный. Куриный рулет готов. Голубцы делаю еще вчера и позавчера 2 дня. Они уже, как видите, замороженные. Но я хочу сегодня, не буду их укладывать в формочки, потому что формочки все-таки стоят денег. Зачем, да? Все равно они замороженные. Ну, просто как-то немножко понакидаю морковок. Как это называлось? Презентом. Так, то должен все. Так, ну вот так вот, короче, в каждый кулечек я буду класть морковочку. Такси уже через 7 минут приедет. Вот такой вот первый заказ. Я как делала, я все-таки не успеваю снимать. Я по-быстрому, без хиджаба, быстро-быстро, поэтому ставить камеру, включать, выключать, перемотки делать. Сами понимаете, с таким заказом не успеваю. Тем более все это делала сама пока. Сегодня уже Мадина мне помогает. Сегодня мы лепим манты уже. Нет, в этот день я приезжала, просто посмотрела. Покажи вон манты, подай сюда. Так, морковки, наверное, будет мало, Мадина. И да, вы знаете, тут в комментариях, где Мадина пекла торт, было, что это неправильно. Она там такую петицию одна написала. Вот видите, вот такие вот манты уже лепим. Уже 4 килограмма с лишним, по-моему, мы налепили. Всего нам, как я сказала, 24 килограмма. И еще 3 дозаказала. 27 килограмм надо пока налепить. Многим уже отказываем, потому что просто физически не успеть это все. И да, насчет комментариев, что Мадина неправильно печет торт, что если не умеет, зачем показывать, зачем туфту людям предлагает. Ну, если этот комментатор нас еще раз посмотрит, то эту туфту уже, сколько у тебя там, 4, 5, 6 тортов уже заказано, так что не знаю, как туфта. Да, она только учится, но людям понравилось. И на вкус всем нравится, кто у нее. И покупали у нее уже 2 заказа было, она продала. И нашим родственникам пекла, и нам пекла. Так, есть еще морковочка? Анишку уложили, она хотела спать и капризничала. Только так. Ой, здесь не так замоталась в этом одеяле, что вставать не стоишь. Ты же взвешивала эти кульки? Все по килограммам, я перевешивать не буду? Килограмм 18, килограмм 20. Это я не буду перевешивать. Это Мадина вчера мне все это сделала. Эта работа тоже, между прочим, очень много времени отнимает. Взвешивать, раскладывать. Она вчера еще приезжала, да, вечером перемыла мне всю посуду. Помыла полы, я уже заикаться стала. И мне Ифтар помогла накрыть. Все, хватит. Так, там в этом ящике черные пакеты. 2 пакета, да, это на двоих. Хотя они сами поделят, это 2 сестры заказывали. Все, уже, наверное, такси подъехала. Михаил. Да.
Ага, сейчас аду. Так, все, зашли. Так, странно. Машина приехала. Сейчас рулет вовремя. Сюда дадут. Так, вот это нет, прям большой. Не, нормально теперь. Не, нормально теперь, вот это прям большой. Такой же и тебе. Раньше такая. Ну, курочка, наверное, была поменьше. Так, одного пакета мало, я же тебе сказала, 2 пакета. Отнесешь сама? Что сказать? Северная 56, я ему адрес сказала. И все. А? Набираем. Оплатит, я не ставим. А, номер телефона же нужно. Сейчас Отключить сами. Отключай. Так, тот заказ отправили. Теперь Мадина делает сырники. И тыква у меня на подходе. Нашли мне тыкву. Не знаю, успели я сделать или нет. Шалужа. Так, бабушка кашу просит Мухаммеду, наша нянька. Короче, вот так вот у нас идет потихонечку процесс. По ходу дела бабушка не будет хотеть. Да. Я на манты замесила тесто. Замесила тесто на это, на лепешки, короче говоря. Так. Ну вот Мадина делает сырники. Не хватило ей первого замеса. Сколько там у тебя? 14 штук она сделала. Нужно еще 6 штук. Так, теперь наша очередь дошла до лепешки с тыквой. Тыква оказалась неплохая, правда, дорогая очень. 120 рублей за килограмм тыквы. Маленькая головочка на 200 рублей обошлась. А я не думала, что ты сегодня успеешь. Мадина говорит, мам, ты не успеешь их сделать. Спела. Я их кубиком положила. Причем с запасом времени. Успеваем. Сейчас сколько? 6? 7? 20 минут. 7? Успеваем. Так, здесь уже один готов. Масло тоже разогрела, вернее растопила. Так, теперь оформляем наш заказ. Хэнгл уже сделала. Сейчас Мадина отсюда закончит, а на столе нет места. А? Мадина сейчас отсюда уславит. Да, я буду намазывать уже маслом. Так, сырники и голубцы пока здесь готовые. Так, это все сейчас уберешь, поставишь в другое место. Сразу можно упаковать? Можно. Так, теперь все, последний штрих. Шевелики в кульке, Мадина, в кульке принеси. Как есть? Да, да. Они все запакованы, завернуты. Просто вот так переложить. Так, машину позвали. Сегодня, как ни странно, таксисты приходят вовремя. Тот заказ быстро отправила. Масло купил мне Ибрагим, очень хорошее. Ну, подай пачку. Белорусское такое хорошее масло. Белая корова. 800 сколько ты дал? Я сейчас не помню, где-то 810, 890. 859, по-моему, что-то такое ты мне говорил.
Но мне нравится и аромат масла. Дороговатые, конечно, за килограмм. Но на оптовом рынке, наверное, чуть-чуть дешевле. Это у нас в магазине. Пока у нас. Так. Хочу раз. Один, а ноги не твои? Нет, Что ты их тащишь? Так, зачем сюда? Зачем? Туда надо шпильки, а ты здесь будешь снимать. Так, друзья, ну вот, готовый весь заказ. Значит, кукурузные галушки 2 килограмма, 4 килограмма пельменей, 4 килограмма вареников с картошкой, 4 килограмма вареников с творогом, 10 чебуреков замороженных, копченая курица, 4 килограмма голубцов, 6 хенгелыш, лепешек с творогом. Ой, с тыквой. Хенгелыш с тыквой. 20 сырников. И вот такой вот манго надо было тоже. 5 штук манго. Обычно всем бывает интересно, сколько обходится такой заказ. Этот заказ обошелся 9850 рублей. Там сколько для меня, я пока не буду озвучивать.